550 миллионов рублей в этом году выделены в Коми на меры пожарной безопасности и тушения лесных пожаров. Уже выполнены работы по противопожарному обустройству лесов, в том числе по устройству и прочистке минерализированных полос, установке информационных аншлагов, благоустройству мест отдыха. Все силы и средства приведены в готовность. Организовано авиационное патрулирование лесов. Для Коми утверждены 6 авиационных маршрутов с общим облетом 5030 километров. Если посмотреть на статистику, то в прошлом году именно рукотворных пожаров с участием человека было более 40%. В этом году, несмотря на то, что всего у нас зафиксировано 16 пожаров, тем не менее 25 из них это рукотворные, то есть человек от человека. Поэтому очень важно еще раз напомнить всем о том, что нужно соблюдать правила безопасности, пожарной безопасности в лесу, особенно при выездах в лес, на пикники, отдых и так далее. Мониторить лесные территории помогает и информационно-аналитическая система «Лесные пожары». Это уникальное программное обеспечение, которое было разработано специалистами республики. Применяется в регионе и совершенствуется на протяжении уже 12 лет. Сегодня система активно используется в Пермском крае, Архангельской области и Карелии. До конца июня планируется запуск и в Ханты-Мансийском автономном округе. После того, как мы подписали соглашение с Роскосмосом в 2022 году, мы расширили возможности нашей системы мониторинга за счет того, что у нас появилась возможность именно по этому соглашению использовать снимки и зондирование Земли и снимки из космоса. И это еще более улучшило возможности нашей системы, и вот поэтому ей пользуются уже сегодня несколько субъектов Российской Федерации. Поддержана, а также и на уровне Совета Федерации. Всего в этом году произошло уже 16 пожаров. Пострадал 41 гектар земли. Все возгорания потушены в первые сутки.